Это «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В Якутске состоялся республиканский форум «Территория трезвости», посвященный Всемирному дню трезвости. В рамках форума состоялись обучающие семинары, мастер-классы, лекции федеральных и республиканских спикеров, направленные на развитие и популяризацию трезвого и здорового образа жизни. Сегодня наш гость в студии Илья Головин, руководитель всероссийской сети компании «Главдисцентр», член попечительского совета общественной организации «Общее дело». Илья Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы как бизнесмен, каков ваш предпринимательский интерес к трезвому и здоровому образу жизни? Я считаю, что за трезвостью будущее страны. Это связано с тем, что люди сейчас тратят деньги на алкоголь, табак. Эти деньги огромные. Это 4 триллиона рублей в год. Если сопоставить с чем-то, это 40 фур, груженных деньгами, 5000-ными купюрами в год. На эти деньги можно очень много чего построить. Можно их потратить в другом направлении. Например, заказать услуги моей компании. Но, тем не менее, кто-то, кто занимается торговлей, на этом зарабатывает и, очевидно, считает иначе. Но это же бизнес. Тут как такая есть поговорка: бизнес, ничего личного. Да? Соответственно, со временем, конечно, эти люди понимают. Многие выходят из этого бизнеса. У меня уже есть случаи. Я сам работал в алкогольном бизнесе, когда был еще 20 лет мне было. Вот у меня большой опыт, я из него вышел и только сейчас начинаю понимать, чем я занимался на самом деле. Простите, а чем вас привлекла деятельность в алкогольном бизнесе, если этот вопрос достаточно корректен? 4 триллиона рублей. Это огромные деньги, то есть я зарабатывал там деньги. И точно так же, как предприниматели сейчас зарабатывают. А вот каким образом, по вашему мнению, предприниматели, хотя бы нашей республики, могут улучшить экономику региона, учитывая все эти факторы? Я могу по своему примеру сказать, что я инвестирую, так скажем, в экономику страны, сам нанимаю педагогов по формированию трезвых убеждений в школах. То есть они ежедневно на постоянной основе ходят в разные школы в своих городах и проводят уроки формирования трезвых убеждений. Как это рассчитано? Что со временем каждый ученик получит такой урок несколько раз в году, на протяжении 10 лет его учебы, или 5 лет его учебы. И выйдя из школы, у него будет сформирован совершенно другие понимания жизни. Он уже не пойдет в алкомаркет, не попадет в ДТП, например, не станет алкоголиком или не разведется. То есть очень много причин на трезвости завязаны, так скажем. А вот эти мероприятия, когда ходят в школы и проводят просветительские мероприятия среди подростков, они как-то связаны с разговорами о важном или это какой-то отдельный проект? Я считаю, что это разговоры о суперважном. Если бы мне, из-за чего я в эту сферу вообще пошел, если бы мне в школе когда-то, давным-давно, 20 лет назад, рассказали о том, каким образом нами манипулируют производители. 400 миллиардов, то есть 10% от выручки, 400 миллиардов тратится на что? На привлечение новых клиентов. Я как предприниматель скажу, что мне как воздух необходимы новые клиенты. Точно так же и производителям алкоголя и табака нужны новые клиенты. Кто новые клиенты? Дети. Соответственно, если бы меня предупредили, как именно все это происходит, как отнимают их врожденную трезвость, то есть дети все рождаются трезвыми. Если бы меня предупредили заранее, возможно, моя жизнь совершенно иначе сложилась. То есть я бы сейчас, может быть, был уже не долларовым миллионером, а уже миллиардером долларовым, к примеру. Кстати, заработать эти деньги мне помогла конкретно трезвость. К примеру, до того, как я освободился от этой ноши, так скажем, я был обычным предпринимателем, зарабатывал какие-то небольшие деньги, квартиры в ипотеке, но в Сочи, но в ипотеке. А теперь, пожалуйста, $1 миллион я заработал за пару лет, буквально благодаря трезвости. Проблема заключается в том, что когда появился запрет на рекламу в средствах массовой информации на алкогольную никотинсодержащую продукцию, и все эти рекламы действительно ушли с телевидения, с газет, все равно продукт продолжает продаваться и в больших объемах достаточно. Сейчас, знаете, самое главное – это этот источник информации, и дети никак от него не ограничены. Включите любой сериал, который сейчас идет на ТВ. Или даже не на ТВ, в интернете. Сейчас все в интернете смотрят. Там всегда есть сцена с алкоголем. Причем главные герои, положительные герои – алкоголь, табак. Всегда, практически всегда. Очень мало, по пальцам можно пересчитать. Песни включите по радио. У меня сын 8-летний, когда включаем радио, он говорит: папа, там же песня, пропагандирующая алкоголь. Ты слышишь, он что поет? Я такой: да, точно, переключаю. Потому что у меня у сына уже сформировано это в 8 лет.
А вот не кажется вам, что вот такая модель воспитания, когда детям говорят о том, что это плохо, они, ну так скажем, начинают жить в каких-то тепличных условиях и не столкнуться с действительно суровой взрослой реальностью? А мы же говорим не о плохом. То есть мы не говорим о черных легких, да, мы говорим просто о том, как людей обманывают. Ну, к примеру, сейчас есть банковские мошенники. Да, они звонят бабушкам, их просто обманывают. Как банки поступают? Они бабушкам рассказывают, каким образом их могут обмануть. То есть они им дают информацию четкую. И бабушке уже можно звонить десятки раз. Она понимает, кто перед ней, и не ведется. Какие выгоды от проекта получают предприниматели? Я считаю, что это не благотворительность тем, чем я занимаюсь и тем, кого я привлекаю. Я уже привлек несколько предпринимателей, то есть я уже не один, уже подключаются другие люди. Буквально занимаюсь пару месяцев всего. Сначала думал, что сам, вот, но теперь понимаю, что нужно масштабировать. Какая выгода? Это когда предприниматель думает вперед на 10, 15, 20 лет. То есть когда дети, которые сформируют у себя трезвое убеждение, выйдут из школы, они не пойдут в магазины, в алкомаркеты, а эти деньги потратят на какие-то другие услуги, которые не связаны с разрушением. Например, закажут мою услугу или купят квартиру подороже. Да, причем эти 4 триллиона, которые в год тратятся, они умножатся, потому что люди будут лучше, эффективнее работать. На моем примере. То есть я, когда стал жить трезво, совершенно моя ситуация экономическая изменилась, прям кардинально. Это вот как раз-таки хрестоматийная история, которая ходит в интернете, что человек, который курит, за год спускает такую-то сумму денег, а вообще-то он мог пустить эти деньги на, допустим, кругосветное путешествие. Или квартиру купить. Я провел опрос среди своих сотрудников, у меня 200 сотрудников в штате, куда бы они потратили деньги, если бы у них там 10 тысяч в месяц появилось лишних. Большинство сказали, что они бы улучшили свои жилищные условия. То есть в первую очередь, кто должен быть заинтересован в трезвости, это застройщики. На 4 триллиона рублей можно построить 1 миллион квартир, отремонтированных полностью, каждый год. Но ведь, к сожалению, осознание к самим гражданам не часто приходит. Некоторых и устраивает такой довольно нетрезвый образ жизни. Да, я полностью согласен, поэтому мы идем не к взрослым, мы идем к детям. Вот слушая вас, Илья Иванович, складывается картина, как есть, опять же, обращаясь к интернету, довольно популярный пример Павла Дурова, который сформировал принципы свои успешные, и как раз он там перечисляет о том, что он не употребляет алкоголь, не курит сигареты, а также он отказывается, например, от мясной продукции, от негативных мыслей и всего прочего. По-моему, еще от кофеина. Вот если говорить о вас, вам такие принципы как-то откликаются? Да, я как он. Даже так. Да. Давайте поговорим тогда о выгодах, которые может получить государство, если население станет полностью трезвым. С государством еще интереснее, да, потому что, ну, например, более 70% детей в детдомах находятся при живых родителях. Это факт. А остальные 30% при умерших родителях от алкоголя. То есть живые из-за алкоголизма, да, у них лишают родительских прав, остальные умерли. И поэтому там 500 000 детей. Сколько это ресурсов государство тратит на содержание этих домов? Огромное количество. В тюрьмах сидят тоже более 70% преступников, точно так же осужденные, которые сделали правонарушение в состоянии алкогольного опьянения. То есть 70% тюрьм – это огромные бюджеты. Куда эти деньги пойдут? Я, конечно, как предприниматель надеюсь, что снизятся налоги, но даже если этого не произойдет, то я думаю, государство найдет, куда, например, в Якутии сделать дороги наконец-то уже. Ну, найдутся. Но ведь разве это не средство манипуляции населением? Дали бутылку человеку, он доволен и продолжает слушать то, чем его кормят. Я не считаю, что государство – это какой-то враг народа. Я считаю, что 4 триллиона рублей выручки и прибыли делают свое дело. Это огромные деньги, бюджеты на то, чтобы манипулировать врачами, которые рекомендуют бокал вина, например, да? Манипулировать СМИ, манипулировать создателями фильмов, сериалов, где в каждый фильм-сериал зачем-то засовывают алкоголь, табак. Зачем? Ну понятно, потому что приходят, заносят денег, пожалуйста, есть бюджеты. Не государство здесь виной, мы, люди, мы сами несем эти деньги туда. Ну а почему же тогда не сделать на алкогольную никотин-содержащую продукцию неподъемные совершенно цены для того, чтобы не каждый мог себе это позволить? Ну это же есть опыт в других, в кавычках, цивилизованных странах, да? Но насколько я знаю, опыт не очень удачный. Потому что самое главное – сформировать трезвое убеждение у человека, чтобы ему это было не надо.
Когда ему это будет не надо, бизнес потихонечку сам будет понимать, что ну, что-то не покупают у меня водку, зачем я буду ее продавать? Я займусь чем-нибудь другим. Квартиру начну строить, что-то как-то спрос на стройку увеличился, я лучше стройкой займусь. Все, пожалуйста, перетечет все. Предприниматели умные люди. А в чем заключается ваш личный интерес, не как бизнесмена, а как человека, родителя, в том, чтобы сформировать трезвые убеждения у подрастающего поколения? Ну, конечно, это, во-первых, интерес в деньгах, да, которые через какой-то период времени мне будут приходить. То есть есть такое изречение, это если хочешь жить в достатке, то сделай так, чтобы люди вокруг тебя жили в достатке. То есть нужно позаботиться о тех, кто рядом, и тогда ты точно будешь выше. А тогда давайте рассмотрим такой пример. Есть человек, который добился многих высот, и, скажем, у него есть друг, который ведет нетрезвый образ жизни. Будет ли он за ним тянуться или даст негативный пример, и тогда успешный человек тоже опустится до этого уровня? Ну, когда сформированы трезвые убеждения у человека, там уже не свернуть. То есть для меня алкоголь — это бензин. Ну, хорошая жидкость, техническая, она очень полезная. Но вливать в себя как-то не очень хочется. То есть уже не свернуть. Это как в фильме «Матрица. Красная таблетка», да, там уже не забыть это. А что касается друзей и окружения, то удивительно, но за несколько, 5 или 6 лет мое окружение практически все живет трезво. Причем там даже люди, которые я вообще удивился, как так. Но ведь принято также считать, что алкоголь и никотин — это своего рода такие приспособления, которые выполняют коммуникативную функцию для того, чтобы построить коллектив. Ну, такие заблуждения, конечно, имеют место быть, потому что их формируют с самого детства. К примеру, я недавно ездил на свадьбу к своему родственнику. У меня с собой возил 3-летнюю дочку. Она ни разу не видела до этого, как люди заливают себе алкоголь. Вот ни разу в жизни. На свадьбе она это увидела. Что она в первую очередь сделала? Попробовала так же? Чокаться начала. Ага. То есть она уже начала формировать у себя какие-то ложные убеждения. Ну, будем надеяться, что лет через 10-15, как вы говорите, действительно сформируется совершенно иная картина в нашей стране. Благодарю вас, Илья Иванович, за беседу, что нашли для нас время и ответили на волнующий вопрос. Спасибо большое. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире.